Россия, Удмуртия – родина всемирно известных спортсменов Ижевск. А это журналисты, которые ездят по республике и знают о ней много интересного. Сегодня они подготовили свои задания для Александры Мукановой. Певица, автор песен, участница шоу «Голос Казахстан» и блогер, она записала песню вместе с группой «Добро» и спела в дуэте с Зарой. Яркая и зажигательная девушка-праздник Александра уверена, что вряд ли ее что-то может удивить. Привет, Александра! О, привет! Ну что, хорошо оказаться жарким летним днем здесь, на льду? Самый татын! Задача Александры – узнать родной Удмуртии еще больше, а журналисты будут наблюдать из редакции и отправлять задания. Выполнит ли их наша Саша, узнаем в течение этого выпуска. Ледовая арена «Можга» открыла свои двери в год столетия государственности Удмуртии в 2020-м. Это единственный крытый каток в городе. Построили его по нацпроекту «Демография». Ледовое поле олимпийского стандарта с трибунами на 450 мест – реализация мечты новых Овечкиных и Загитовых. До этого наши можгинские хоккеисты занимались в основном в близлежащих регионах, либо ездили в Овож, а в зимнее время некоторые еще занимались на открытом катке в Центральном парке города Можги. Надень форму и почувствуй себя хоккеистом. Каток – сердце ледовой арены, где царствуют хоккей, фигурное катание и керлинг. Сюда приходят не только спортсмены, но и любители активного отдыха. Давайте попробуем самого простого, точнее, наверное, самого сложного – это одеть вас во вратарскую форму. То есть вратарь – это, как говорится, половина команды, очень такой… Большая ответственность. Большая ответственность. Научись заливать лед. Машина предназначена для заливки льда. То есть у нее процесс. Установлен нож, который срезает верхний слой льда. Дальше лед промывается водой. И следующий шланг идет, подача воды для заливки уже льда, чтобы поверхность была ровная и заполняла все пустоты. Ты мой первый ледовоз! В спортивном комплексе занимаются не только хоккеем, но и баскетболом и волейболом. Еще здесь есть зал единоборств и площадка для юных гимнастов. Позанимались спортом, примерили форму вратаря. Отправляемся дальше, в деревню Квачи, которой около 500 лет. Здесь находится музей-мастерская «Катар». Я Валя, а ты? Саша. Значит, по-удмуртски Санди. Я тебя можно так буду называть? Санди. Да, конечно. А как в русском будет Валя? Вали. Валентина Березкина, руководитель музея-мастерской «Катар», открыла современное пространство летом 2022 года. С детства обожает удмуртские платья. Сегодня в ее музее около 60 женских нарядов. Есть ковры, рубахи, полотенца. «Катар» в переводе с удмуртского «шикарный». Девушка, когда еще садилась в 7 лет, она видела, что мир непрост, он трехчастный. И поэтому платье тоже у нас начинает быть трехчастным. Вот эта часть верхняя, она принадлежит космосу. Потому что когда я молюсь, у меня руки поднимаются наверх к Господу. Далее у нас идет богиня, бог Хуащ. То есть все, что у меня на земле происходит, это вот на этом месте. Вот сама тоже посуди, да? Мы тут рожаем,
Мы тут кушаем. Вот все, что у нас здесь на наземной жизни происходит, всё вот в этой части. И вот эта часть у нас уже нижняя часть, это колдыщину посвященная. Клетка на платье тоже о многом говорит. Это признак плодородия. У девушек была мелкая, со временем они надевали платье с более крупной клеткой. А вот мужчина всю жизнь носил рубаху с мелким принтом. В книге «Этнокарт» Маргариты Григорьевны Ивановой отмечено, что в одном из могильников нашли женщину, нашей Удмуртии, и на ней было 16 килограмм бронзовых украшений. Представляешь? Это же очень тяжело. Это же тяжело. А представляешь, они так еще и работали. Очень, кстати, классное платье, я прямо в восторге. И мне бы очень хотелось попробовать примерить. У нас получится? О, это вообще обязательно. Сейчас мы с тобой целый ритуал совершим для этого. Для Александры выбрали старинный наряд из коллекции 19 века. Примерили наряды, теперь можно и к столу. Сегодня у нас кукей табань. Вот мы шанги испекли, и начинка осталась. В эту начинку взбивали очень много яиц, я 10 штук, и вот опять печку. И вот у нас кукей табань. Удмурты, они женщины очень экономные, они не выбрасывают, ничего не выбрасывают. Вот отсюда кукей табань. Вы знаете, что моя бабушка всегда зажигала за столом, пела. Шундышиос, пайпотиса, сайкатизичукна, вылинуна лешечкой ласа, крепоти огнам. Как тебе сегодняшний день? Удивил тебя Можгинский район? Сегодня я могу с уверенностью сказать, что Мон Удмурт, Мон Тапалач, Удмуртия Дереманам. И Удмуртия – территория будущего.